День Архангела Михаила и прочих небесных сил в Сухумском кафедральном соборе стал двойным праздником. Церковь в этот день получила в дар от Владимира Кокоба мощи святого Иоанна Златоуста, которые он привез из Италии, где они хранились много лет. Это мощи были привезены и получены в Италии, потом это переехало в Испанию и, наконец, это переехало в Абхазию. Это частным визитом, частным желанием и помочь народу Абхазии, чтобы здесь наш великий Иоанн Златоуст, который упокоился, также обрел дальнейший покой здесь, на той земле, где он упокоился. Его место здесь. И, конечно, его место, понимаете, сделать мир в Абхазии. И вы не поверите, я не знал дату, когда везти, чего, и вдруг, купил билет на 16 ноября, мощи приехали в Абхазию 16 ноября, как раз вот эти все происходившие события. И посмотрите, Господь управил, и Златоуст тоже решил, чтобы в Абхазии был мир, и как-то конфликт разрешился мирным путем. Владимир Кокоба не первый раз приезжает в Абхазию с подобной миссией. Ранее он привозил святые мощи преподобного Нила Столобенского в Дранский Успенский собор, мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, святого Трифона и святителя Спиридона в храм пророка Илии в Агудзере. Я привозил в Дранский храм святые мощи Нила Столобенского. Это очень почитаемый в России святой угодник и целитель. А в Агудзерском храме находится святой Пантелеймон, Трифон и Спиридон. То есть 3 частицы великих мощей. Просто многие не знают. Поезжайте, помолитесь, просите исцеления у Пантелеймона. И все остальные, как говорится, радости жизни, что вы хотите получить. В этом кафедральном соборе находится 10 великих частиц святых мощей. Вы можете узнать у батюшек, которые вы сейчас молились, в ковчеге были, это тоже я привез. Не знаю, наверное, Бог так управил, это какая-то миссия. Я сам себя не направляю, у меня получается, и я это делаю. Я с большой радостью везу это на мою родину. Как рассказал Владимир Кокоба, механизм передачи мощей может различаться. Иногда они где-то покупаются в Европе или России, передаются или обмениваются. По его словам, в Европе сейчас не самое лучшее время для религиозных артефактов. Где-то покупается, где-то передается, где-то обменивается. В общем, это какой-то, все проходит, как говорится, там сверху, как говорится, все решает, кому как. Но, конечно, именно смотрим за это, где за границей церкви, там разоряется, церкви там нету. И поэтому получается, это все приобретать в Европе для нашей благословенной Абхазии. Настоятель храма святого пророка Илии в Агудзере иерей Далмат Гопия поздравил всех и с праздником собора архистратига Михаила и прочих небесных сил и с обретением мощей Иоанна Златоуста. С Божьей помощью возвратились мощи Иоанна Златоуста. Как вы знаете, в IV веке он здесь жил в Абхазии, почил, и предсмертное слово он сказал: слава Богу за все. Также мы должны всегда благодарить Бога за все, что с нами происходит, чтобы мы могли жить по тем заповедям Божьим, которые Господь дал каждому из нас. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Священник рассказал, что мощи святых сохраняются для того, чтобы через них верующие могли обрести благодать, исцеление и духовное подкрепление. Богу угодно, чтобы они сохранились для того, чтобы мы могли ихними молитвами побеждать, и чтобы их мощи ограждали от всякого нас зла. А войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко рассказал о награждении священнослужителей медалями Георгиевского креста 2-й степени Черноморского казачьего войска в Абхазии. С благословения отца Виссариона, к сожалению, он с нами сегодня не присутствует, эти награды мы вручили 4 знаменитым людям нашей страны. Я считаю, что это знаменитые люди, наши священнослужители, люди, которые заслужили. Это Георгиевский крест 2-й степени Черноморского казачьего войска Абхазии. Еще раз повторюсь, это все с благословения отца Виссариона. После передачи мощей прихожане и все желающие могли приложиться к мощам святого Иоанна Златоуста. Марьяна Котова, Валерий Квикискири, Абаза ТВ.